Всем добрый день, меня зовут Чеботарова Варвара. Сегодня мы будем снимать подкаст на тему межкультурного обмена, диалога, различных проектов и поездок. И наш сегодняшний гость — это Сергей Мавроди. Всем привет, меня зовут Сергей Мавроди, я с Камрата, студент первого курса медицинского университета Республики Молдова. Сейчас, получается, живу и учусь в Кишиневе. Спасибо за приглашение. Я уверен, что наш подкаст пройдет максимально расслабленно, спокойно, и мы о многом поговорим. Сереж, смотри, я знаю то, что ты участвовал в различных проектах и ездил в другие страны. Какие страны это были и что за проекты? Получается, я с 15 лет начал узнавать о различных молодежных поездках, как внутри Молдовы, внутри Гагаузии, так и за границу. У меня была поездка по программе Erasmus+. Я летел в Ереван, это Армения, столица Армении. Я тогда полетел туда на неделю в рамках проекта по молодежным организациям. Я представлял на тот момент молодежную организацию «Молодежь Гагаузии», которая находится в молодежном центре «Аксис» в городе Камрат. И, получается, эта поездка, она подразумевала собой обмен опыта с различными молодежными центрами и организациями с разных стран, как Европы, так и СНГ. Там были ребята с Украины, с Казахстана, Кыргызстана, ребята со Швейцарии, Франции и так далее. Вот. И, в принципе, потом я также подавал заявки на другие проекты. Я помню, что прошел отборочный тур на поездку, опять же, по Erasmus+, во Францию, в Страсбург, получается, в рамках обмена также молодыми волонтерами, специалистами в сфере поддержки молодежи и так далее. Но тогда у меня были проблемы, и я отказался от этой поездки. Были ли у тебя во время твоих поездок такие забавные ситуации, например, культурного шока, где ты замечал разницу между нашими людьми и людьми, представителями других стран? Вообще да, потому что когда я был в Армении, там были ребята как с Западной Европы, так и с Восточной Европы, и с Казахстана, Кыргызстана, да, это уже ближе к Азии. И, соответственно, каждый представитель каждой страны, он чем-то отличался, как поведением, так и одеждой. Допустим, ребята из Западной Европы, они более такие карьеристы, они более такие отстраненные, они больше они не за командную работу. А ребята с Восточной Европы, и с Азии, с Казахстана, Кыргызстана, они больше такие сплоченные, мы все вместе, мы одна команда. Вот это большая разница двух, получается. А что ты скажешь о наших людях молодых? Наши, мы ребята с Молдовы, они все-таки это Восточная Европа, и мы, в принципе, по культуре нашей, по культуре молдаван, гагаузов, которые проживают на территории Республики Молдовы, мы больше, мы командные ребята. Мы один за всех и все за одного. И получается, тогда с Молдовы я был единственный представитель. У меня больше никто тогда не прошел отборочный тур, и я один полетел. Но я быстро нашел ребят с Украины, с Беларуси, с Болгарии там были, и мы с ними сдружились и проходили вместе. Я, кстати, тоже была в образовательной поездке в Болгарии год назад, в городе Руси. Мы там учились при Русинском университете. И это такой достаточно интересный опыт, потому что произошло в той поездке очень много всего интересного. И я заметила как раз-таки эту разницу между нашими подростками и подростками других стран. Они немножко разные во мнениях. И вот у нас сейчас, кстати, знакомый тоже поехал по программе Flex на Гавайи, он тоже нам рассказывает. Да, у нас с Варей есть один знакомый парень, Сергей Пукчи. Он с Гагаузии, и он в рамках образовательной программы, спонсированной американским посольством, полетел в Штаты, на острова Гавайи. И, получается, это такая достаточно очень крутая поездка, потому что
ребята со всех стран мира могут подавать свои заявки и отправляться в Штаты буквально на год, на один учебный год. Их заселяют в различные host-family, типа это хост-семьи, они с ними живут, они ходят в американские школы, изучают предметы, учатся по модели американской, потом уже возвращаются в Молдову, рассказывают, делятся, это на самом деле очень круто. Я достаточно много об этом знаю, потому что сам подавал туда заявку, но в силах того, что у меня тогда не было знания английского языка, я не прошел. У нас, кстати, в Гагаузии достаточно много молодых людей, которые об этом знают, которые этим пользуются, потому что только за последние 2 года 3 также наших знакомых ехали по той же программе Flex. Да, вообще у меня несколько знакомых, которые вот каждый, ну, как бы год за годом ездят. И хочу отметить, что именно про эту инициативу очень хорошо рассказывают вот в школах, там, в колледжах, вот даже вот я закончил сейчас лицей, 12 класс, теоретический лицей имени Николая Третьякова, получается, весной, летом. И наша преподавательница всегда об этом говорила, типа, ребята, давайте, учите английский, подавайтесь, пробуйте. Это все бесплатно, и лучше попробовать и узнать, чем не попробовать вообще. Ну да, как говорят, с языками ты везде будешь как дома. Да. Но у нас, кстати, в самом регионе тоже проходят такие локальные мероприятия. Например, в прошлом году управлением образования была организована такая вот встреча в селе Кирсово. Там приезжали ученики со всей Гагаузии, и день был посвящен болгарской культуре. Они вместе готовили национальные блюда, вместе танцевали, там прошлись по музею, который находился в этом лицее, и это было очень здорово на самом деле. Да, я знаю об этом, я тогда не смог поехать, но знаю об этом мероприятии. Хочу отметить, что в рамках Молдовы каждый год государство, ну, получается, правительство даже, оно организует молодежный форум. И 2 года назад форум проходил в Камрате, в прошлом году он проходил в Бельцах, и в этом году его провели в Кишиневе. Я участвовал и в Камратском, и в Бельском. Ну, когда проходили в Камрате и в Бельцах этот молодежный форум, тогда приезжали различные представители власти к нам в Камрат, даже президент наша приезжала, там различные министры, там инфраструктуры, образования. И вот когда мероприятие проходило в Камрате, оно прошло очень масштабно. У нас выступал Сатоши, наш молдавский артист, и были ребята с севера, с центра, с Приднестровья. И когда коммуницируешь со всеми ими, то понимаешь, что даже в рамках нашей страны маленькой у нас люди бывают разные. А какую такую инициативу по проекту ты бы мог предложить? Тоже вот связанному с различными культурами, познанием друг друга и так далее. Ну, я считаю, что мы должны дружить со всеми гражданами как бы нашей страны. Мы должны поддерживать диалог с северной частью, с центральной, с Приднестровьем. И у меня есть идея, она, конечно, базирована она у меня на базе того, что организовывала как раз-таки молодежь Гагаузии, организация. Несколько лет подряд они организовывали молодежный форум. Он назывался, аббревиатура была ФИЛМ. Они организовывали летом такое большое мероприятие. Они собирали там по 100, по 150 человек с разных уголков нашей страны. И организовывали там, получается, как кемп, как лагерь. И вот я бы хотел что-то подобное провести, чтобы вот собрать ребят, познакомиться, поделиться культурой разной. Все-таки культура молдаван и гагаузов очень отличается друг от друга. Я бы хотела сделать что-то по разбитию стереотипов, наверное, сделать такой вот проект инклюзивным, чтобы ребята с сел могли, например, на государственном уровне ездить друг к другу, там вместе они бы, например, кто-то с севера приезжает к нам на юг, в Гагаузию, и они бы тоже вместе также готовили, слушали музыку, такой вечер культурного обмена, скажем так. Что ты думаешь по поводу стереотипов и всего вот этого всякого? Стереотипы и предрассудки — это достаточно большая проблема, Да. потому что расскажу не по теме, но расскажу такую неловкую ситуацию, которая произошла со мной. Я как бы учусь в университете сейчас, и, соответственно, у меня в группе есть ребята с Кишинева и там с севера страны. И мне было так смешно, когда ко мне подошли и спросили: а у вас наши сим-карты работают типа в Гагаузии?
Я смотрю на них, думаю, в смысле? Они говорят, ну у вас в Гагаузии сим-карта Maucel Orange есть? Я говорю, конечно. Они говорят, а у вас граница есть, там пограничники стоят, можно к вам заехать? Я говорю, конечно, можно, у нас, мы же автономия, у нас все как во всей Молдове. И вот получается, это на что указывает? На то, что, казалось бы, маленькая страна, не такое большое население, но все равно не знают, что происходит дальше своего населенного пункта. И поэтому я считаю, что нужно рассказывать, проводить какие-то мероприятия. Либо можно начать с малого, допустим, завести инстаграм-страницу, да, там, вести контент про Гагаузию, развеивать какие-то мифы, предрассудки. Сейчас, да, я сейчас заметил. Занимается. Да, в ТикТоке очень много там есть такая журналистка Аня Алтыпармак, Да. потом еще одна девочка с Гагаузии, забыл, как ее зовут. Они снимают вот контент про Гагаузию, там, с языком, Но это на предрассудки. самом деле помогает, потому что мы вот с Георгием тогда говорили по поводу современности, переносения традиций и так далее. И мы вот вспоминали как раз-таки нашу молодежь, которая меняет, вот, например, старую одежду национальную на какой-то современный лад. Например, традиции тоже немножко переделанные по-современному. Я думаю, то, что... Это, кстати, это современно, Мгм. потому что у нас сейчас в сентябре или в начале октября, не помню, был так называемый Fashion Week, да, неделя моды Да, в да. Кишиневе. И там некоторые дизайнеры переосмыслили национальную молдавскую одежду и показали ее через призму вот современности. Как можно, допустим, национальную одежду носить современно. Мне кажется, так можно и в Гагаузии делать. Все-таки у нас очень красивая одежда национальная. И, в принципе, наши сусаки, тоже их можно использовать как красивый интерьер, да. Там сидит за кадром. А? Да, на самом деле это очень здорово. А ты что думаешь насчет традиций? Заметил ли какие-то схожие черты? Ты очень много путешествовал. Вот было ли что-то похожее? Но у нас схожие традиции именно со странами, которые вот рядом с Молдовой. Это там Молдова, это Украина, Болгария? Болгария, Мгм. Румыния, да. Вот Да. тут у нас, конечно, все очень схоже, особенно с Румынией, с Украиной. Если говорить про страны Запада, да, там европейские Да, какие-то, допустим. там особо общего нет, потому что все-таки менталитет, культурный код, да, это все разное. Но Восточная Европа, мы все похожи. Все-таки был Советский Союз, и у нас какие-то традиции, обычаи, они остались. А каким бы ты предложением охарактеризовал именно Гагаузию? Вот что бы сказал? Гагаузия, это интересно на самом деле. Я бы сказал, я бы, наверное, назвал это... Просто вот мы говорим про обмен, говорим про разных людей. Мне вот интересно твое мнение именно по отношению к самой Гагаузии, в которой мы проживаем. Но, скорее всего, я бы назвал одним словом, это разнообразие. Мгм. Потому что мне очень нравится, что Гагаузия, она же вообще маленькая. Да. Но акцент... Это, кстати, не первое по многочисленности меньшинство Молдовы. Такой интересный факт. Гагаузия является вторым меньшинством по количеству. А первым? По-моему, представители из Украины, но могу быть не права. Честно, не Мне кажется, болгары. болгары, думаешь? Мне кажется, Ну, у нас в Гагаузии тоже есть много болгарских сел, Да, и болгарский язык здесь очень популярен, его много кто знает. да, допустим, я изучал болгарский язык в школе. Вот я бы назвал разнообразием, потому что, допустим, вот акцент, говор в Улканештах, в Чедерунге и в Камрате отличается. Про села вообще молчу. В каждом селе свои какие-то слова, свой акцент, свое произношение. И даже одежда отличается, и традиции тоже. Вот, поэтому я как бы хочу сказать то, что немножко тяжело в этом плане с гагаузским языком, потому что у нас нет какого-то общепринятого гагаузского языка, Мгм. и нет гагаузского языка для, как это сказать, делового гагаузского языка для заполнения документации и так далее. Это немножко проблема, но я Я думаю... считаю, что это большая проблема, потому что вот у нас гагаузский язык, почему-то он не пользуется популярностью среди молодежи. В последнее время стал таким Вот немножко в трендом. последнее время это тренд, Мгм. но вот мы все-таки движемся вперед, да? Да. И я считаю, что его нужно популяризировать, гагаузский язык.
Нужно вести реально соцсети на гагаузском языке. Там в школах проводить больше мероприятий с гагаузским языком, в детских садах. Потому что будет очень крайне обидно, если через пару лет гагаузский язык вообще перестанет существовать. Он и так занесен в группу исчезающих языков, да. А учитывая тот факт, что каждое поколение меньше его изучает, то это может вообще у нас начали проводить мероприятия по распространению гагаузского языка, те же проекты по обучению молодых педагогов, воспитателей детских садов и так далее. Мне кажется, это очень таким важным моментом и новым этапом для Гагаузии даже, что ли. Что думаешь? Да, я читал об этом на LoveMD. Делали об этом как бы материал, я читал. Но я поддерживаю это. Я считаю, что это правильно. Сам планируешь изучать гагаузский язык? Знаешь ли ты его? Кстати, гагаузский язык я знаю на базовом уровне, потому что я учил болгарский. Да. У меня, получается, в семье болгары и гагаузы, но учил я болгарский язык. Но я хочу его выучить на самом делделе. Вот жалко, что нет курсов гагаузского языка. Мы с тобой запишемся на курсы гагаузского языка. Реально вот проводится. Я не знал об этом. Сначала проводились на уровень А1-А2. Сейчас вот запустили Б1 и потом Б2. То есть они собирают группы, обучают каждую группу в период 3 месяцев. Нужно будет записаться. И у нас, кстати, собирают первый крупный словарь гагаузский на 40 тысяч слов. Этим занимается парень, который сейчас, по-моему, живет в Кишиневе. Могу быть не права. И вот вместе с ИЧПМ вот они работают над этим проектом. Это очень круто. Словарь обязательно нужен, и электронная его версия тоже. А электронный тоже есть словарь, но он не богатый. Он не богатый, я знаю, что он есть. Так, у нас в школе тоже есть словари гагаузские, но там как бы мало немножко слов. Но мне кажется, эти словари устаревшие. Все-таки язык модифицируется, и он меняется. А что ты думаешь по поводу модификации языка? И да, и нет. Спорный вопрос. С одной стороны, как будто язык меняет вот эту вот свою изюминку, теряет, а с другой стороны, как будто время идет, и время меняется, нужно приводить его в ту форму, в которой он должен быть, чтобы люди могли общаться и понимать друг друга. И вот. Не только форма, но и новые слова добавлять. Да. Потому что все-таки вот сейчас во время чата GPT и искусственного интеллекта появляются вот эти вот новые слова, и мне кажется, их надо как-то на гагаузский лад тоже переносить. Потому что 40 тысяч слов, на мой взгляд, это очень мало. Нельзя выразить полноту своих эмоций, написать такое красивое, полноценное сочинение. 40 тысяч слов — это и глаголы, и существительные, и прилагательные, все в 40 тысяч? Думаю, да. Ну тогда это мало. А в словаре Ожегова сколько слов? Каком? Ожегова. Не знаю. Честно, не знаю, стыдно, но не знаю. Ну да, возвращаясь к твоему вопросу, хочу ли я выучить гагаузский язык, конечно. В Кишиневе у меня есть ребята с Гагаузии, тоже там парень и девочка в группе, и вот они иногда так на гагаузском говорят между собой. Я что-то понимаю, но что-то нет, а хотелось бы. Кстати, вот что насчет молодежных проектов и инициатив. Я недавно стала председателем регионального совета. Поздравляю. Спасибо. И нашей идеей, нашим направлением на данный год будет, самым большим проектом, который мы бы хотели осуществить, как раз-таки будет связан с Гагаузией. Такой вечер гагаузских традиций. Это, конечно, еще только в планах, только на словах обсуждалось, но мы бы хотели его реализовать тоже современной такой переделанной одеждой. И вот. Хорошо, а если будет, допустим, состоится этот вечер, в каком населенном пункте? Думаем, мы пока что думаем, но, скорее всего, как и Мисс Гагаузия, проведем его в ЕКЦ Чидерлунге. Самое такое наиболее подходящее место, на мой взгляд. Ну да. Да. Вот так вот. Есть что еще добавить? Что ты можешь пожелать ребятам, которые хотели бы участвовать в проектах таких, ехать в другие страны по обмену, и в целом ребятам с Гагаузии, потому что у нас тут мало пока что об этом всем знают. Больше информироваться об этом, читать различные новостные порталы, либо какие-то чаты, и даже если там на румынском языке, либо на английском, читать, потому что чаще всего информация полезная находится там. На русском она позже доходит, позже переводится. Изучать языки, не забывать про гагаузский язык и быть гибким, уметь подстраиваться, да, как бы, и пробовать. Вот даже если
ощущение, что не получится там, да, в тот же самый флекс, или не получится подать заявку, пройти отбор, все равно надо пробовать, потому что это лучше попробовать, чем не попробовать. Вот. Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое, что позвала. Было очень интересно все это обсудить. Сегодня мы снимали подкаст в рамках проекта CMA. И я хочу пожелать всей молодежи, чтобы они развивались, чтобы они участвовали во всех этих проектах, чтобы они изучали все возможности не только путешествий, но и возможности обучения, потому что в любом случае это новый опыт, это помогает нам расширить свой кругозор, это показывает то, что мы все на самом деле ближе, чем нам кажется. Мы все люди, и отличий у нас не так много.